Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпки звучит так. Каких реальных действий ждать от мужчины в ближайшее время? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на любимого человека, либо на того, кто вам интересен. Представьте этого человека, назовите его по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, каких реальных действий ждать от тебя в ближайшее время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, каких реальных действий ждать от загаданного человека в ближайшее время. Так, планов очень много планов на вас, на ваши отношения, какие-то разговоры хотела бы с вами провести, что-то выяснить, о чем-то договориться. Тут прояснение какое-то требуется. Прям такой, знаете, щепетильно в этом плане мужчина. Что касается конкретных действий. Вот его планы, они отстают от его действий. Знаете, за ним водится такой момент, что он сначала сделает, потом подумает. Натворить делово, потом думает, а как это все порешать. И причем эта ситуация у него не только в любви, но и, например, в его деловой сфере, да, в его там, рабочей жизни. Руки вперед головы идут, да, вот прям так хочется сказать, либо ноги вперед головы идут. Это его слабое место, слабая какая-то вот прям черта какая-то особенная его, не самая приятная. Он может иногда вспылить, а потом сам себя спрашивает, а почему я это сделал? А что я так расстроился? А что это меня так занесло? Ответа нет. Его действия, вот смотрите, к вам на ближайшее время будут очень осторожными, очень аккуратными. Зная о своей вот этой особенности, он будет себя просто держать из последних сил, контролировать себя будет. Будет все время смотреть на вас, пытаться считать вашу эмоцию, ваши мысли. То есть он будет что-то говорить, и причем говорить будет как будто бы либо загадками, либо такими вот отрывочками слов. Чтобы вы ему как подсказочки, да, давали. Ну, например, да, вот он говорит, вот ты знаешь, там открыли новый ресторан. И вот смотрите, что вы скажете. Например, вы говорите, ой, да мне это не нравится, я не люблю эту кухню. Он такой, ага, значит, туда ее звать не надо. Либо вы, например, говорите, ой, а я тоже люблю, например, эту кухню, я бы хотела. И он сразу раз такой зацепился, говорит, а пойдем сходим в ресторан. Я тебя приглашаю, там, составь мне компанию, прими мое предложение. То есть, понимаете, вот такой момент будет. Если вы хотите, чтобы ваши отношения, если вы вдруг смотрите на мужчину, с которым только начали общение, который нравится, если вы хотите, чтобы ваши отношения развивались более быстрыми темпами, то здесь очень важно вам наперед, да, говорить, что хочу, что нравится, как все вижу, как все представляю. То есть не смотрите на него. Вот он будет вас зеркалить прям один в один. Если хотите, продвигайте эти отношения, говорите. Можете даже сами его пригласить куда-нибудь на свидание. Это будет нормально. Для него это будет вообще самый идеальный вариант. Ему будет очень легко и просто, и он себя почувствует просто вот Богом. Я все наперед просчитал, я молодчинка. Если же вы имеете какие-то претензии к этому человеку, смотрите, например, на мужа, и у вас не все в порядке, знайте, что он старается из последних сил, но у него не получается. Вот не получается и все. Он сам по себе такая натура взрывная, торопливая, суетливая. Здесь нужно брать эту ситуацию вот именно под контроль в плане того, что действительно для него рисовать дорожную карту. Что делать, куда идти, что говорить, как себя вести. То есть все ему нужно проговорить. Еще раз говорю, он с вас, вернее, каждое слово ловит. Для него важно, как вы себя ведете, как вы себя проявляете. Из самого главного, вот что произойдет, будет какой-то разговор интересный. Разговор, я бы сказала, по душам. Вы узнаете, возможно, какие-то его тайны, какие-то секреты, в чем-то он признается. И поверьте, для него это будет самое сложное. Самый сложный разговор будет с вами. Потому что ваше мнение, оно доминантное. И вашего, например, осуждения он очень боится. Для вас хотел бы быть рыцарем в блестящих доспехах. Но сам знает, что он не рыцарь. Максимум паж.
Понимаете, вот этот момент. Будет что-то вам говорить, рассказывать, вы уж, пожалуйста, реагируйте адекватно. То есть, возможно, что-то будет раздражать, либо захочется там сказать, да что ты делаешь, да, так нельзя. Промолчите. Вот чем дольше вы будете молчать, тем больше он каких-то своих секретов и тайн вам расскажет. То есть будет перед вами как будто бы исповедаться. И это замечательно, потому что вам эта информация поможет, если вы действительно настроены на серьезный лад, развивать эти отношения, выводить их на новый уровень. Слушайте его, почаще слушайте. А вообще я бы вам советовала прислушаться к тому, что он говорит по телефону. Вот с кем бы он ни разговаривал, как он говорит, что он говорит, какие мысли у него присутствуют. Вы знаете, такое впечатление, что вы, во-первых, очень разные, и, во-вторых, вы на разных уровнях развития. То есть мужчина такой, ну, вы только не обижайтесь, вот прям вообще прошу прощения, да, за мои слова, он как будто бы недалекий. То есть у него как-то все просто. День, ночь, тепло, холодно, да. То есть у него нету вот палитры в его жизни. И он привык вот в своей жизни все делить, да, на черное и на белое, на да и нет. И ему нелегко вас принимать, потому что вы какая-то райская птичка, которая залетела в его жизнь. Вы такая необычная, вы такая красивая, вы такая вся из себя. И он не знает, что с вами делать. Он боится вас спугнуть, он боится, что вас обидит каким-нибудь там неуклюжим словом, делом, не дай бог. Ему страшнее в 100 раз, чем вам. И вы должны это всегда учитывать. И еще раз говорю, если хотите этих отношений, берите инициативу в свои руки. Ничего страшного в этом нет, и ничего стыдного в этом тоже нет. Вы начнете развивать отношения, вы ему расскажете, как себя вести, что делать, что нравится, что не нравится, чего хочу, чего не хочу. И ему будет легко и просто. Вы для него станете более прозрачной, ясной и понятной. И вам будет тоже легче, потому что вы будете знать, что ждать от этого человека. Потому что у него планы вот наполеоновские, такие грандиозные, но там каша, просто каша. И поэтому он будет, вот еще раз говорю, да, вам в рот заглядывать. Что вы скажете? Какое у вас настроение? Если мужчина вообще ничего не делает, тоже не обижайтесь и понимайте, что запутался, потерялся. Ему нужна рука помощи, подсказка нужна, зала, да? Что делать? Пригласить ее в ресторан, пригласить ее в кафе, либо куда-нибудь в клуб повезти. Здесь, мои дорогие, вот типаж такой вот необычный. Он вот прям хочется сказать мальчишка. Мальчишка такой вот не нагулявшийся, да, неопытный. Он, кстати, мог быть в браке, у него могли быть отношения. Но там он вел себя, знаете, более свободно и творил, что хотел. Почему? Потому что не любил, потому что не было вот этого чувства. А вот с вами раз и его сковала вот прям такая, знаете, и страх, и какая-то рассеянность, растерянность, и боязнь, да, что вот, ну, вот сейчас что-то скажу, что-то сделаю, и она обидится, отвернется, бросит меня, и я останусь один не в удел. Мои милые, мужчина однозначно хотел, смотрите, самое главное, он хотел бы с вами развивать отношения. Он хотел бы, чтобы ваши отношения шли вперед, чтобы вы любили, уважали, наслаждались друг другом. Как это сделать и сказать, он не знает. Планы у него грандиозные, реализация хромает. Поэтому не стесняйтесь, не смущайтесь, берите инициативу в свои руки, все будет хорошо. Поверьте, главное у него есть это чувство к вам. И у вас есть к нему чувство. Но вы вот всегда должны понимать, что вы как старше идете, да, как умнейшая идете. Делайте всегда скидку на эту ситуацию. И все у вас получится. Отношения могут быть, причем даже очень неплохими, качественными. И любовь ваша такая вот серьезная, да, она еще будет развиваться, расти, увеличиваться. У вас с этим человеком может случиться будущее, прекрасное будущее. Но еще раз говорю, будьте поумнее и помудрее. Если видите, что он где-то вот отстал от вас, подождите. Подождите, либо протяните руку помощи. Все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.